эфире информационная программа «Хаберлер» с главными событиями дня. В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Проблемы сельского хозяйства и средства для их решения. Репортаж из Государственного совета республики. Новое появление итальянцев в Крыму. На полуострове принимают зарубежных инвесторов и официальных гостей. Первый танцевальный проект на крымском телевидении стартовал на полуострове. Захватывающие поединки. В Симферополе состоялся чемпионат по смешанным единоборствам. Финансовая поддержка сельского хозяйства республики, ситуация с кадастровым учетом недвижимости, а также присуждение стипендий студентов вузов Крыма. Об этом говорили сегодня на заседании Президиума Государственного совета республики. Подробнее расскажет Левиза Сидбелялова. Сельскохозяйственная отрасль Крыма в этом году получит 3,5 миллиарда рублей в качестве господдержки. Из них 3 миллиарда из федерального бюджета. По словам профильного министра Анатолия Григоренко, в этом году выделены средства на посадку новых садов и виноградников. Будет приобретена дополнительная техника. К концу года планируется ввести в строй 9 километров водопровода и 36 километров газопроводов. Аграрии Крыма уже засеяли 2/3 посевной площади под урожай 2016 года. По погибшим посевам озимых проведен пересев яровыми зерновыми культурами на площади 900 гектаров, в том числе зерновыми и зернобобовыми на площади 140 гектаров. По оперативным данным на 4 апреля 2016 года яровые культуры посеяны на площади 151 тысяча гектаров, в том числе ранние яровые культуры 150 тысяч гектаров, из них зерно 84 тысячи гектаров. В Госкомрегистре ситуация остается неизменной. Регулярно поступают обращения граждан с вопросами по учету недвижимости и государственной регистрации прав на имущество. По словам главы Госкомитета Александра Спиридонова, сейчас в Крыму необходимо открывать больше многофункциональных центров. Учетно-регистрационные услуги должны предоставляться населению исключительно на базе многофункциональных центров. Даже Республика Татарстан идет за опережением, и уже все 100% заявок люди подают исключительно в системе многофункциональных центров. Однако на территории Республики Крым в настоящее время сеть МФЦ не начала работу в полном объеме. Кроме того, было принято решение о назначении именных стипендий студентам вузов Крыма. Денежные премии в размере 8 тысяч рублей получат 50 студентов. Мы исходили из уточненных данных количества студентов, обучающихся в научной форме обучения в каждом из вузов Республики Крым в 2015-2016 учебном году. Парламентарии также утвердили проект повестки дня предстоящего заседания Государственного совета, которое состоится 20 апреля. Левиза Сидбелялова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. В Крым прибывают иностранные гости и официальные зарубежные делегации. Сегодня в Совете министров республики представители исполнительной власти принимали почетного консула Российской Федерации в Швейцарии и обсуждали туристическое развитие полуострова. За разговором следила наш корреспондент Альмека Ибулаева. Почетный консул Российской Федерации в Швейцарии Карл Экштайн в ходе беседы предложил представителям власти создать на полуострове туристический маршрут «Дорога народов России». По его мнению, ценность Крыма – это многонациональное население, культура и традиции, которые нужно использовать в развитии туристической отрасли. Моя идея – сделать вдоль этих хребтов от Балаклава до Судак по вершинам такой горной тропинки, где есть такие домики, гостиницы, и это называется «Дорога народов России». Чтобы и каждая гостиница, каждый ресторанчик в духе одного из народов России, чтобы можно одновременно познакомиться с преимуществом России. В свою очередь, заместитель председателя Совета министров Руслан Бальбек отметил, что власти республики всегда готовы к сотрудничеству. Естественно, есть желание двигаться вперед, развиваться, и наша активность как раз-таки объясняется тем, что через экономику, через политические процессы, желание и у власти, и у общества развиваться, двигаться вперед. И, естественно, наша главная цель – это сделать Крым вот таким вот привлекательным регионом, который бы действительно вернул вот прежние
бренды, которые были вокруг Крыма. Почетный консул Российской Федерации в Швейцарии Карл Экштайн пробудет в Крыму до 17 апреля. За это время ему предложили посетить главные достопримечательности полуострова. Алимия Кайбулаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Вице-премьер Крыма Руслан Бальбек встретился с зарубежными инвесторами. На встрече бизнесмены из Италии и Туниса попросили у крымского правительства в аренду 500 гектаров для реализации в Крыму инвестиционного проекта в сфере растениеводства и животноводства. Руслан Бальбек подчеркнул, что правительство республики как никогда заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций, а уникальный аграрный потенциал региона позволит удачно реализовать такие проекты в сельскохозяйственной сфере. У нас все есть для того, чтобы перейти в рабочий формат. То есть это и необходимая нормативно-правовая база, которая создает выгодные экономические условия. Это желание власти, еще раз повторюсь, это природно-климатические условия. Представители торгово-промышленной палаты «Тунис-Россия» посетят со знакомительной экскурсией крымские винзаводы и предприятия по выращиванию овощей и фруктов. По завершении визита с зарубежными партнерами планируется подписать соглашение о сотрудничестве. Представители торгово-промышленной палаты «Тунис-Россия» посетят со знакомительной экскурсией крымские винзаводы и предприятия по выращиванию овощей и фруктов. По завершении визита с зарубежными партнерами планируется подписать соглашение о сотрудничестве. Седьмая встреча членов общественного движения «Крым» с крымскими татарами состоялась в Крымско-татарском академическом музыкально-драматическом театре. Цель встречи – дать возможность каждому человеку озвучить свою проблему, а всем вместе найти путь ее решения. Какие именно вопросы обсуждались в ходе мероприятия, смотрите в сюжете нашего корреспондента Абдулладжи Османа. По традиции встреча началась с молитвы. Дува читал имам Симферопольского района Раимуджа Гафаров. Каждый из собравшихся имел возможность обратиться к членам общественного движения «Крым» с вопросом или сообщить о проблеме. Большинство крымских татар жалуются на трудности с получением справки о реабилитации. Кроме того, обсуждались меры по поддержанию родного языка, трудности с оформлением земельных участков. Жителей мест компактного проживания крымских татар волнуют вопросы газификации, обеспечения водой. Муфти мусульман Крыма Хаджи Мирали Аблаев в свою очередь призвал народ к сплоченности. По его словам, сила крымских татар в единстве. Мы должны собраться. К нам приходят люди, плачут, просят помочь им. А что в наших силах? У нас есть язык, разум, религия. И мы должны с пониманием относиться друг к другу. Если мы будем клеветать кого-то, мы так далеко не уйдем. У нас есть возможность ходить в мечети, поклоняться Всевышнему. Нужно ценить это. Активно выступали жители поселка Белая 5 и Белая 6. Глава общественного движения «Крым» Ремзи Ильясов отреагировал на обозначенные проблемы. В течение недели Ремзи Ильясов встретиться с главами микрорайонов для обсуждения сложившейся ситуации и мер по ее улучшению. Сначала нужно изучить, что в планах, проектах, что нужно сделать, потому что нужно с умом подходить к делу. Вторая проблема с дорогами и в микрорайоне Белая 5. Эта проблема очень остро стоит. Конечно, проблемы еще присутствуют в получении гражданства Российской Федерации. Будем решать. Вопрос оформления гражданства также не остался без внимания. Некоторые крымские татары до сих пор не получили паспорта Российской Федерации. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Искандер Белялов обратил внимание на серьезность этой проблемы. Ремзи Ильясов и Искандер Белялов планируют отправиться в Москву и обсудить с руководителями соответствующих ведомств возможность упрощения процедуры получения гражданства для крымских татар. По этому вопросу мы написали письмо к президенту, и нам пришел ответ. Мною отправленные документы направили в Госдуму. Ремзи Ильясов также отправил письмо в Госдуму и также ожидает ответ. Это серьезная проблема, которая беспокоит наших соотечественников, и мы приложим все усилия, чтобы решить эту проблему. Председатель организации «Намуз» Дильшат Ильясов обратился к руководителям и членам общественного движения с просьбой прилагать все усилия для сохранения единства народа. Почему у нас нет единства в народе? Потому что в течение 23 лет мы доверяли Меджлису, что Меджлис решит все наши проблемы, и с этой мыслью мы потеряли связь друг с другом. Следующая встреча членов общественного движения «Крым» с представителями крымстарского народа состоится 9 апреля в поселке Ленина. Абдулладжи Осман, Алишер Алимов, телеканал «Миллет».
В минувшие выходные резко обострился этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Армения заявляет о наступлении азербайджанской армии по всей границе с применением танков, авиации и артиллерии. В Азербайджане утверждают об обстреле жилых кварталов с армянской стороны. На данный момент известно о 30 жертвах, более 200 человек ранены. Сообщается о сбитых самолетах и поврежденных танках. Конфликт между двумя странами из-за Нагорного Карабаха начался еще в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года была создана Нагорно-Карабахская республика. В ходе военного конфликта Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом. С тех пор международное сообщество, в том числе и Россия, постоянно предпринимает попытки по урегулированию ситуации. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка «Крым космический. От планера до ракеты», представленная фотохроникой становления отечественного воздухоплавания и космонавтики. Выставка проходит в Крыму впервые. Ее первый раздел рассказывает о колыбели планеризма – Плато Узунсырт, откуда начинали свой путь будущие авиационные конструкторы и создатели космической техники. В Центре космической связи, оборудованной Евпаторией в Симферополе, поступали первые фотоснимки Луны, радиосигналы от космических аппаратов, исследовавших планеты Солнечной системы. Осуществлялось управление первым луноходом. История космонавтики также связана с именем славного сына Крыма, дважды Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Амитхана Султана. Она подарена нам музеем космонавтики города Москва. Потому что в развитии нашей космонавтики, как и авиации, большое участие принимал легендарный сын, легендарный крымчанин Амитхан Султан. И вот с учетом этого Андрей Симонов, один из военных историков, который страшно обожает и помогает нам во всех вопросах биографии Амитхана Султана, выступил с ходатайством, и вот эту выставку нам представили. Выставку смогут посетить все желающие. Она продолжит работу до 10 апреля. Мавлея Юпаким-Бекиров, телеканал Миллет. В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым прошло заседание коллегии, на которой подвели итоги работы Министерства инспекторской деятельности по осуществлению государственного экологического надзора за 2015 год. Подробнее в сюжете. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев отметил самое важное, что было сделано Министерством природы за прошлый год. По обеспечению бесперебойного водоснабжения Республики Крым, и мы выполнили те мероприятия, которые были запланированы на 2015 год. Будем продолжать эту работу. Есть у нас достаточно большие успехи в сфере недропользования. Мы приступили к проведению аукционов, провели в прошлом году один аукцион, в этом году уже 2 аукциона провели, пополнили бюджет Республики Крым достаточно весомой цифрой, 186 миллионов поступило в бюджет республики. Заместитель министра экологии и природных ресурсов, заместитель главного государственного инспектора по Республике Крым в области охраны окружающей среды Ольга Славгородская рассказала об операции «Первоцвет». Начиная с февраля инспекторы проводят рейды, направленные на пресечение незаконной торговли подснежником складчатым, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. На сегодняшний день нами изъято более 50 тысяч единиц этих цветов, то есть не просто привлекаем нарушителей, которые осуществляют торговлю краснокнижными растениями. Несколько рейдов на территории Керченской паромной переправы у нас было, то есть пресечены попытки в особо крупных размерах перевести с территории Республики Крым подснежники. На сегодняшний день большая часть виновных лиц наказана, решение о наказании и конфискации принимают суды, большая часть материалов в судах. Помимо этого, ежедневно осуществляются рейды и применяются штрафы по отношению к фотоживодерам, которые во время курортного сезона вынуждают животных часами позировать на ярком солнце, чтобы дать возможность хозяину побольше заработать. Также министерство работает над ликвидацией незаконных свалок и планирует к курортному сезону ликвидировать их в полном объеме. Мы выявили уже более 350 свалок отходов, наказали 4 юридических лица на сумму штрафов от 100 тысяч до 250 на каждого. Ведем системную работу. Из 350 свалок на сегодняшний день ликвидировано более 200. То есть работа продолжается. Вместе с органами местного самоуправления работаем над ликвидацией свалок и надеемся выйти на показатель к началу курортного сезона к очистке Крыма в полном объеме. На заседании были подведены итоги прошлого года и было утверждено соответствующее решение коллегии. София Шукурова, Умир Мустафаев, телеканал Миллет.
Железнодорожная цистерна весом 60 тонн опрокинулась в Симферополе. В цистерне находился бензин марки АИ-95. На место происшествия прибыли 29 человек личного состава пожарно-спасательной службы Симферополя и 8 единиц техники. Вокруг цистерны спасателями была уложена пенная подушка во избежание возгорания топлива. В результате аварии емкость не повреждена, герметичность не нарушена. На данный момент авария ликвидирована. На движение поездов происшествия не отразилось. Жертв и пострадавших нет. Чемпионат по смешанным единоборствам ММА состоялся в Симферополе. Этот вид борьбы приобрел свою популярность среди крымских спортсменов не так давно. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники. Сочетание множества школ и направлений демонстрировал каждый спортсмен. Поединки заставляли волноваться и болельщиков, и тренеров. Увидеть самые острые моменты чемпионата вы сможете в нашем сюжете. Крымская федерация по ММА Mixed Martial Arts на протяжении года проводит турниры для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Зрелищное событие показало высокий уровень подготовки как федерации, так и крымских спортсменов. Сегодня у нас долгожданный наш федеральный округ, который мы проводим совместно с Севастополем. Вот, сейчас идет процесс жеребьевки, 42 спортсмена уже заявились, вот, проводится сейчас жеребьевка и начинаем сам турнир. Вот, значит, этот турнир самый важный в календарном году спортивном в нашей федерации. Вот, отбираются 7 весовых категорий, 7 весовых категорий. Первые номера будут представлять Республику Крым. С каждой минутой зал заполняется болельщиками. Каждый из них пришел поддержать своего любимого бойца. Свыше 40 спортсменов, но только 7 из них представят наш полуостров на чемпионате в России. Зал был заполнен болельщиками. Группа поддержки помогла спортсменам добиться успеха. Сюда с целью посмотреть яркие, интересные бои, посекундировать наших бойцов нашего клуба «Торнадо» и вообще поддержать всех спортсменов, всех бойцов. На чемпионатах бывают бои, где победитель очевиден, но бывают и сложные поединки, где все зависит от решения судей. В сравнении с прошлым годом спортсмены действительно выросли в опыте, показывают красивые бои. Но некоторые бои сложно оценивать, потому что силы почти равные, опыт одинаковый. В чемпионате приняло участие 42 спортсмена. В прошлом году в таком турнире участвовали только любители, а в этом году к ним присоединились и профессионалы. Больше всего было симферопольских спортсменов. Именно они в основном и выигрывали бои. Волнение и стремление к победе. Всего 2 минуты, и представителю симферопольского клуба Сидену Кинджаметову удалось одержать победу в своей весовой категории. Я очень рад своей победе, я очень стремился к этому, молил Всевышнего. И вот победил. Я усердно готовился. Спасибо моему тренеру за подготовку такую. Очень приятно. В завершении чемпионата определились 7 спортсменов, которые представят Крым на чемпионате России по смешанным боевым единоборствам в Оренбурге 3 июня. Адилет Топчи, Гульнара Каримова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет». Ойнах Крым. Телеканал «Милет» объявил о начале танцевального проекта, который стал первым на крымском телевидении и вдохнул новую жизнь в танцевальное движение полуострова. Организаторы «Танцуй Крым» подготовили массу приятных сюрпризов для всех участников и зрителей проекта. Таких танцев Крым еще не видел. Первый кастинг самого масштабного танцевального проекта «Ойнах Крым» прошел в Симферополе. В нем приняли участие танцоры из разных регионов, достигшие 18 лет. Участникам нужно было иметь при себе флешку с музыкальной композицией и хорошее настроение. Главная цель проекта – выявить лучшего танцора республики. Но для этого претендентам на этот титул нужно преодолеть 3 тура. Первый тур у нас исполнение крымско-татарского танца. Второй тур участник исполняет крымско-татарский танец с какими-то модными интересными элементами и со своей подтанцовкой, со своей группой. После второго этапа у нас остается ровно половина участников. И третий этап – это будет гала-шоу, это будет финал, прямой эфир, СМС-голосование. И третий этап у нас будет самый интересный. Мы представим целый большой крымско-татарский мюзикл. Рифат Абдулаев занимается танцами в стиле поппинг и анимейшн уже 4 года. Любит классическую музыку. Считает, что танец – это спорт. По словам Рифата, в своем выступлении на проекте «Ойнах Крым» он выложился на все 100%.
Не первый проект и не последний, поэтому я как бы не нервничал особо. Просто вышел и показал то, к чему я тренировался. Участница ансамбля Янардах Лилия Шукри исполнила крымско-татарский танец Дульбер Хаза и прошла во второй тур. Участие в проекте для нее было проверкой своих сил. Артистка считает, что самое главное для успешного выступления – забыть о страхе и переживаниях. Меня взяли во второй тур, это просто, я такая довольная. Я послушала комментарии жюри и, честно говоря, я постараюсь исправиться, все приму во внимание. Я очень довольна. Жительница Евпатории имени Сейтмамбетова стала готовиться к кастингу сразу, как только увидела в интернете анонс танцевального конкурса и не пожалела о том, что приехала. Участница выступала под номером 200 и исполнила крымско-татарский танец «Агрававия Кайтарма». Впечатление очень море, так как это первый раз, когда я за 3 года вышла на сцену. Мне очень-очень понравилось. Я после именно концерта этого, надеюсь, вернусь на сцену, так как чувствую, что это мое, это то, чем я живу. Кастинг длился более 7 часов. Символическую роль сыграло число 3. 3 апреля – 3 строгих и требовательных судей. Среди них заслуженная артистка Республики Крым Назире Эмир, участник международных фестивалей Алим Сеферов и руководитель танцевальной школы «Мандарин» Вера Белялова. Как отметили судьи, уровень подготовки участников был высоким. Я вижу сразу танцора, который перспективный. У него есть, во-первых, чувство ритма. Он харизматичный, эмоциональный, он чувствует, он понимает, что он делает. Ведь танцор – это не просто набор движений, это сердце, это душа и то, что он думает. Из всех участников, принявших участие в кастинге, всего 13 продолжат борьбу за первое место. Для тех, кто пока не успел подать заявки, будет организован еще один кастинг. Напомним, что проект «Ойнак Харам» официально приглашает на кастинг всех, кто любит танцевать, независимо от того, 18 вам лет или 70. После проведения 3 туров определится победитель – лучший танцор Крыма. Он будет удостоен гран-при и премии в размере 100 000 рублей. Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». На сегодня это все новости. Завтра увидимся в это же время. Всего доброго.